Доброе утро, дорогие наши телезрители, телеканала Якутия-24, НВК Саха. Это утро Якутии. И в этот день, понедельник, 16 мая, середина месяца фактически, Рубикон проходим сегодня. Встречаем это утро вместе с вами мы, Екатерина Винокурова, Павел Танин. Доброе утро. Всем доброе утро. 7 часов на часах. Это значит, пора включать телеканалы наши Якутия-24 и НВК Саха, включать утро вместе с нашей веселой, интересной, полезной компанией. 7 часов утра самое важное, а не вечера. Мало ли вдруг кто-то подумал. Тем не менее, чтобы этот день сегодняшний, понедельник, как многие считают, день трудный, тяжелый, мы в это не верим и сделаем все возможное, чтобы разубедить вас, если вдруг в это верите вы, и поэтому много всего интересного подготовили на сегодня. Так, например, расскажем о том, как меняется рынок труда под влиянием санкций и других факторов. Гость студии расскажет, какими востребованными профессиями можно овладеть за счет государства. Ну а наш юрист посоветует, что делать, если счет с перерасчетом за отопление пришел с кругленькой суммой. А дачный эксперт поделится секретами раннего урожая картофеля. Кроме этого, узнаете, как правильно и какие витамины принимать в начале лета. А также расскажем о выборе солнцезащитных очков и покажем, каких павлинов содержит астраханец на своем приусадебном участке. Поэтому будьте с нами, делитесь своими новостями, задавайте интересующие вас вопросы по нашему телеграм-каналу, который видите на своих экранах. Вы также можете отсканировать QR-код и сразу зайти в нашу группу «Утро Якутии». Буквально два движения пальцами по вашему смартфону, и вот вы уже с нами, и все прекрасно. Жизнь, как говорится, налаживается. Ну и помимо этого есть номер телефона, куда вы также можете отправить свои сообщения смс-кой, мессенджером 8 914 273 4488. Поздравления, пожелания, просто предложения интересных тем, которые мы всегда, конечно, учитываем по возможности. Пытаемся эти темы интересные, да, реализовать. Может быть, у вас какие-то хорошие новости есть, которыми хотите поделиться. Все это прямо вот сюда к нам на телефон шлите, и мы обязательно будем это смотреть, а по возможности и даже читать в эфире. Итак, мы начинаем. С чего мы начинаем? С чего начинаем? С интересной новости. Какие востребованные профессии в последнее время популярны? Да, ну вообще можно даже в этой связи, в этом разрезе перефразировать стихотворение Маяковского. Быть ведущим хорошо, а айтишником лучше. Я бы в IT пошел, пусть меня научат, потому что сегодня эта сфера, эта отрасль, она набирает обороты, она востребована максимально. И поговаривают даже, что до сих пор эта отрасль испытывает дефицит кадров. Правда, интересно, какие профессии, помимо тех, что связаны с современными технологиями, сейчас наиболее востребованные и популярные. Уход с российского рынка зарубежных компаний, по словам экспертов, создал новую реальность на рынке труда. Сервис Авито Работа показывает, что наиболее заметный интерес проявился в группах профессий медицина, фармацевтика, фитнес, салоны красоты, искусство, развлечения, производство, сырье, сельское хозяйство. Ну а все-таки действительно главным образом на рынке труда востребованы IT-специалисты. Также есть спрос на юристов, инженеров и бухгалтеров. Также эксперты советуют смелее идти в малое предпринимательство. Сейчас востребованы люди, связанные с коммерческим управлением, малым предпринимательством, запуском нового бизнеса и микробухгалтерией. Теперь вот в связи с этим и появится возможность переобучиться где-то нам всем, да, кто непосредственно и реализовать, в этом заинтересован. собственно, строки, которые мы прочитали в начале этой новости, про то, пусть меня научат, и вот вообще как, что этот механизм работает, как получить востребованную специальность, поговорим с нашим гостем. Да, это Саргалана Попова, заместитель директора Центра опережающей профессиональной подготовки Республики. Саргалана, доброе утро. Доброе утро. Мы знаем, что ваш центр обучает по программе уже второй год, да, на какие специальности наиболее востребованы на сегодня и насколько много людей прошли обучение? Наш центр опережающей профессиональной подготовки второй год является региональным оператором федерального проекта содействия занятости.
Он является такой ключевой инициативой национального проекта «Демография» и направлен на то, чтобы наши граждане, наши люди были востребованы на рынке труда, постоянно развивались, получали новые навыки, компетенции, трудоустраивались, да, и повышали свою занятость. В прошлом году у нас по республике было подано очень много заявок, да, программа получила большой отклик. И всего по данной программе смогли пройти обучение 1900 граждан Якутии. Сама программа, получается, она реализуется по линии Минтруда России, Роструда России. Да? Там есть 3 федеральных оператора. Это агентство профессионального мастерства WorldSkills Россия. Второй федеральный оператор – это Академия РАНХИКС и Томский государственный университет. И в нашей уже республике мы реализуем такие полномочия оператора по всем 3 федеральным операторам. В прошлом году больше всего, да, вот как вы уже говорили, были востребованы медицинские компетенции. То есть самая востребованная образовательная программа в прошлом году это был медицинский и социальный уход. Кроме того, это, конечно, у нас IT-компетенции. Да, мы все знаем, что IT-кадры это наша там, новая нефть, как сейчас говорят. Да, то есть были очень востребованы тоже IT-компетенции. И, конечно, люди желают работать как самозанятые, поэтому были популярны такие направления, как бухгалтерский учет, да, социальный работник. Также в прошлом году, ввиду специфики нашей республики, у нас были, конечно, промышленные направления. Это самая популярная программа, это подземный горнорабочий. Более 100 молодых граждан, которые желают работать вахтовым методом, они прошли обучение и трудоустроились в компанию угледобывающую. Ну, вы сейчас перечислили, в принципе, востребованные у соискателей, скажем так, направления. А какие направления, компетенции не очень востребованы среди соискателей, но при этом они как бы все равно актуальны для рынка труда, и рынку труда требуются такие специалисты? Ну, на самом деле, все те программы, которые представлены в рамках этого проекта, они все проходят там некую экспертизу, да, то есть там нету программ, по которым нету вообще никаких там откликов на рынке труда, вакансий, то есть они все на самом деле являются востребованными. Но ввиду того, что там есть такие очень узкие, возможно, программы, да, там по направлению ЖД, например, там такая сфера не такая большая в нашей республике, по ним, конечно, ну, ввиду таких массовых профессий, он немножко, конечно, отличается. Узкоспециальные. Да, узкоспециальные. А у всех ли есть возможность пройти обучение бесплатно? Если да, то кто за это оплачивает и какие ограничения? Эта программа, она, получается, предоставляет возможность бесплатного обучения для отдельных категорий граждан. В этом году он охватывает 7 категорий. Да. Во-первых, это, конечно, ну, сама специализация. Целевые пользователи – это кто? Это безработные, которые стоят на учете в центрах занятости, да, в органах службы занятости, которые желают там, пройти профессиональное обучение, переподготовку, трудоустроиться там, к работодателю или открыть свое какое-то дело. Дальше это у нас лица предпенсионного возраста, а также лица 50 лет и старше, это пенсионеры. Да? В этом году также мы уделяем очень большое внимание категории мамочек. Да? То есть это женщины, которые сидят в отпуске по уходу за детьми до 3 лет, а также женщины, которые не состоят в трудовых отношениях, но имеют детей дошкольного возраста, до 7 лет включительно, они также могут пройти обучение. Буквально недавно мы специально к Году матери провели такой фестиваль для мам. Да? Основной идеей как раз-таки было развитие карьеры наших мамочек. Было очень много гостей. Да? На самом деле эта программа пользуется очень большой популярностью среди именно мам, да? Которые желают работать, открыть свое дело. И как раз-таки эта программа предоставляет такую возможность. Дальше, получается, это у нас категория, которая была введена в этом году, это лица, которые находятся под риском увольнения. Да? То есть в целях, в рамках правительственных мер по снятию напряженности на рынке труда данная категория была введена. Это те люди, которые по решению работодателя были отправлены в какой-то простой, да, неполную занятость. Вынужденный отпуск и прочее. Да. А также это молодежь, тоже такая значительная категория этого года, которой не было в прошлом году. Это молодежь до 35
лет включительно. Но это не все люди, да, которым там, до 35 лет. Это, конечно, студенты последних курсов вузов и колледжей, которые хотят трудоустроиться, но для них нет предложений по их полученной специальности. Это лица, которые после завершения обучения или после того, как с армии пришли, да, в течение 3 месяцев они тоже не смогли найти работу. А также это те лица, которые вообще не имеют никакого образования, там, ни профессионального, ни высшего образования. Ну вот говоря про сам процесс обучения, в принципе, сегодня очень много появляется в стране онлайн-площадок и так далее, онлайн-университетов. Вот говоря про обучение конкретно вот по этой программе, предусмотрено ли там онлайн-обучение, вечерние, может быть, курсы, чтобы как-то удобно было, для можно было удобства, вклиниться, да, и получает ли на выходе какой-то вот документ удостоверяющий соискатель? Ну, формат обучения, на самом деле, он зависит от той программы, которую вы выбрали. Если форма очная, обучение проходит на базе центров обучения, да, где есть эксперты, которые там прошли экспертизу, есть необходимое современное высокотехнологичное оборудование, современные мастерские. Но очень много программ, которые реализуются в дистанционном формате. Есть те, которые полностью реализуются в онлайн-формате, да, есть те, которые в смешанном, то есть там теория они проходят онлайн, но для каких-то практических занятий им, конечно, нужно будет подойти в центр обучения. А по поводу вот удостоверяющего документа? Да, все программы, получается, они, по итогам прохождения все слушатели получают документы государственного образца. Сарглана, ну и как подать заявку, чтобы принять участие в программе? По всей России заявки подаются централизованно через портал «Работа в России». То есть заходите там, буквально в браузер, через компьютер, либо через телефон, трудвсем.ру. Сразу заходите, на главной странице висит баннер данной программы, да, «Содействие занятости». Нажимаете, авторизация происходит через госуслуги. Необходимо будет выбрать регион проживания, то есть Республика Саха-Якутия, да, выбираете. В нашем случае, да. Выбираете образовательную программу и желаемый формат обучения. Данная заявка, она поступает в центры занятости, они проверяют вашу заявку и сразу же приходит уведомление на электронную почту слушателя о том, что в течение 3 рабочих дней после подачи заявки необходимо очно подойти в ближайшие центры занятости по месту жительства. Там специалисты центра занятости проведут профориентационную диагностику. Да, определят, вероятно, курс, какой лучше вам подойдет. Подходит ли вам вот эта выбранная образовательная программа, сможете ли вы трудоустроиться по ней, вообще есть ли вакансии тоже в данное и дальше время уже на все рынке пойдет, труда. пойдет. Да. Необходимо будет обязательно подтвердить категории, по которой вы, получается, подали заявку, да, и далее уже пройти обучение. Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое. Друзья, прямо сейчас прервемся на короткую паузу, а после новостей продолжим наш эфир. Доброе утро, Якутия! В студии Кристина Якупова. Медицинские образовательные программы для школьников создадут в Якутии. Министерство здравоохранения республики и Малая академия наук разрабатывают проект. Глава Минздрава предложила идею организации профильной смены по медицине. Малая академия наук Якутии является базовой площадкой регионального центра выявления и поддержки одаренных детей со всей республики, созданного по нацпроекту образования. Жители Якутска могут сдать бесплатные анализы на гепатит и ВИЧ. Всероссийская акция «Стоп ВИЧ-СПИД» проходит с 14 по 17 мая. Врачи консультируют население, отвечают на вопросы, организуют просветительские мероприятия. Эпидемия ВИЧ-инфекции началась в далеком 1981 году и продолжается до настоящего времени. С начала регистрации инфекции в Якутии выявлено почти 3000 случаев заражения. Из них умерло около 500 пациентов. В настоящее время на диспансерном учете стоят около 1000 человек. А с начала текущего года за 4 месяца зарегистрирован 41 новый случай ВИЧ. Причем одного зараженного выявили как раз во время выездного экспресс-тестирования. ВИЧ-инфекция уже вышла за пределы групп риска. То есть у нас болеет уже все население. Чтобы каждый человек был ответственным за свое здоровье, за свое поведение, чтобы проходил регулярное тестирование. Почему? Потому что
Чем раньше мы выявим ВИЧ-инфекцию, тем самым человек начинает получать своевременное лечение. Из ряда смертельных болезней ВИЧ-инфекция превратилась в хроническую болезнь. Так что вот я призываю население, конечно, не отказываться от таких тестирований. Обязательно проходите и узнайте свой ВИЧ-статус. В Якутске открылась выставка, посвященная 125-летию Максима Кировича Амосова, столетию ЯССР и 5-летию творческого объединения «Намына» декоративно-прикладного искусства села Намцы. Руководитель творческого клуба, народный мастер республики Татьяна Карамзина уже несколько лет шьет из бересты национальную посуду, и на протяжении этого времени она научила желающих искусству. По словам Татьяны, в берестяной посуде продукты дольше сохраняют свежесть и полезные свойства. Мы работаем в основном берестой и национальное шитье и изделия из конского волоса. Я работала сперва только шитьем, да? Ага. А в данное время я подумала и хотела бы работать этими. Именно традиционные швы надо сохранить, поэтому я хочу работать еще дальше сохранением таких швов. Всем доброе утро. 16 мая на календаре. Мы продолжаем наш эфир. Да, я думаю, самое время сейчас узнать, какими знаменательными событиями запомнился сегодняшний день в истории человечества. Какие праздники сегодня отмечаются? На календаре 16 мая. Сегодня отмечают Международный день света, День мирного сосуществования, День биографов. По народному календарю сегодня Мавра-рассадница. В этот день хозяйки высаживали на грядки рассаду капусты и засевали огороды семенами овощей. Наблюдали за приметами, и большая роса и ясный день предвещали хороший урожай огурцов, а вот отсутствие росы утром обещало дождь днем. Этот день в истории. 16 мая 1881 года на окраине Берлина прошел первый в мире электрический трамвай. Так было открыто пассажирское движение на первой в мире электрической железной дороге, что позволило заменить конную тягу на электрическую. В 1924 году в этот день в Советском Союзе вышел первый номер журнала «Мурзилка», предназначенный для детей младшего школьного возраста. Журнал издается до сих пор. В 2012 году он был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как журнал для детей с самым длительным сроком издания. 16 мая состоялась первая церемония вручения «Оскара». Церемония длилась 15 минут, на ней присутствовало около 250 человек. Кстати, название «Оскар» тогда еще не использовалось, оно появилось в 1934 году. Сегодня это главная кинопремия США, одна из самых известных кинематографических наград в мире. 16 мая 1985 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР об усилении борьбы с пьянством, что и стало началом антиалкогольной кампании в Советском Союзе, целью которой была борьба с пьянством, укрепление общественного порядка и трудовой дисциплины. В этот день родились Игорь Северянин, русский поэт Серебряного века, переводчик; Ольга Бергольц, советская поэтесса и прозаик; Мстислав Запашный, советский и российский артист цирка, дрессировщик хищных животных, режиссер. В этот день также родилась Ольга Корбут, советская гимнастка, 4-кратная олимпийская чемпионка, тренер. Юрий Шевчук, советский и российский музыкант, поэт, композитор, лидер группы ДДТ. Именины сегодня у Викентия, Николая, Павла, Петра, Тимофея и Ульяны. Ну а сегодня, как мы уже сказали, отмечается Международный день света. Да. Дата призвана повысить осведомленность и понимание того, каким образом свет и световые технологии влияют на нашу повседневную жизнь, а также на окружающий мир. Помимо этого, важной задачей становится решение вопроса энергоэффективности путем создания новых технологий. Но это больше для специалистов, а мы с вами можем в этот день задуматься о способах экономии электроэнергии. За свет теперь... Знаем, как экономить. Да, теперь
Рассказываем о действенных способах экономии электроэнергии. Во-первых, это установка осветительных приборов, работающих от солнечных батарей. Каждый такой светильник оснащен небольшим фотоэлементом. В светлое время суток он заряжается в темноте, становится источником питания для лампы. Датчики движения – тоже эффективный способ экономии электроэнергии. Они устроены так, что реагируют только на человека. Появление животных их не активирует. Еще один действенный способ платить меньше – установить многоквартирные счетчики. В продаже есть 2- и 3-тарифное оборудование. Первое учитывает расход электроэнергии в 2 временных периодах, последнее в 3. Соответственно, цена на энергоресурсы будет разной. Такой учет очень выгоден при наличии, к примеру, посудомоечной или стиральной машины с отложенным стартом. Грамотное использование в ночное время оборудования с большим энергопотреблением помогает сэкономить до 50% энергии. Хороший вариант для тех, кто отапливает свое жилье электрокотлом – установка дополнительного теплоаккумулятора. Его монтируют в отопительную систему. Ночью, когда тариф минимальный, отопление работает на полную мощность. В это время аккумулятор накапливает тепло, а днем отдает его в комнаты. Электричество в это время не расходуется. Тратят много электроэнергии осветительные приборы. Лучший выход – устаревшие лампы накаливания заменить на энергосберегающие. Люминесцентные светильники потребляют в 6 раз меньше энергии, а светодиодные – 8. Также немаловажно правильное использование бытовой техники. Чтобы сократить счета за энергоресурсы, стоит выработать у себя несколько очень простых привычек. Выключать свет, когда выходите из помещения, отключать неиспользующиеся зарядные устройства от сети, регулярно чистить все лампочки от пыли, не оставлять бытовую технику в режиме ожидания, она все равно использует электроэнергию, покупать устройства, которые отключаются автоматически, мыть окна и не загромождать подоконники, чтобы в помещении было светло. И последний совет. Чтобы дома было светлее, лучше оклеить комнаты светлыми обоями, отражают световые лучи. Потолок тоже лучше иметь светлый. Это тоже помогает сэкономить энергоресурсы. Ну, свет – это одна из необходимых в сегодняшнем современном мире коммунальных услуг. И другая необходимая услуга коммунальная, скажем так, это, конечно, особенно в наших северных условиях, это отопление. Многие этой весной получили квитанции с перерасчетами, с очень внушительными суммами. Вот что же делать, если вы не согласны с выставленным счетом? А таких, мы знаем, много. Послушаем советы нашего юриста. Доброе утро, дорогие друзья! Всем хорошего дня! Ну, а мы сегодня не очень о приятных темах. Итак, закончился первый квартал. Нам приходят квитанции за тепло, еще и с перерасчетом. Перерасчеты бывают разные, то есть по итогам одного года смотрят на показатели общедомового счетчика, какой объем тепла потребил этот дом, делят, получается, на количество квартир в зависимости от их площади и считают, правильно вы оплатили отопление или все-таки стоит пересчитать иногда в большую, что неприятно, сторону, иногда в меньшую. Как же быть, если вы совершенно не согласны? То есть весь год вы писали жалобы, что у вас в квартире холодно, обращались к управляющей компании и никакой реакции. Вроде бы и батареи не такие уж старые, но почему-то не греют. И меры никакие не предпринимают. Тогда, конечно, вам нужно собрать все ваши обращения и доказать, что в вашей квартире, несмотря на то, что вам перерасчет сделали в большую степень и говорят, что тепла дом потребил больше в связи с холодной зимой, а вы этого не видели, конечно, нужно сделать. Какие данные нам необходимы? Нам необходимы показатели, с какой мощностью ТЭЦ подавала тепло на данный квартал. То есть мы устанавливаем, сколько тепла было выделено на ваш дом. То есть выход тепла из ТЭЦ. Далее он идет по трубам, естественно, идут теплопотери и приходит к вам в дом. С какой температурой отопление приходит к вам? Также фиксируется, смотрим, совпадает, не совпадает, какие теплопотери. Далее узнаем показатели общедомового счетчика, сколько же они составляют. Делим на количество квартир соразмерно вашей площади и высчитываем. А правда ли у вас такой перерасчет? Если не совпадает, обращаемся, уже говорим, что нет, расчет сделан неверно, что на вашу квартиру столько не приходится, что за год вы платили другую сумму. Если же все совпадает, но все равно вы недовольны качеством коммунальных услуг, тогда, если у вас есть все акты о том, что дома было холодно, что потери составляли большие, то есть это уже внутридомовые потери, то есть исходя из того, что ваша управляющая компания где-то не доработала, где-то изоляция плохо работает, где-то вентиляция открыта, а может быть и дом старый, и утепление слабое, а может трубы не промыли, и именно поэтому в вашей квартире так холодно. Поэтому здесь уже претензии к управляющей компании, то есть с одной стороны доплатили, а с другой стороны претензии за некачественные коммунальные услуги в виде обслуживания дома предъявили. То есть вот таким образом мы можем изменить перерасчет, который нас
нас за тепло. Поэтому нужно собрать все данные, написать все запросы и обратиться уже в прокуратуру для проведения проверки, а также, если речь идет о некачественных услугах в плане управляющей компании, то есть выяснили, что ТЭЦ-то хорошо греет дом, и вроде бы в дом тепло заходит с нужными показателями, а именно в вашу квартиру не поступало, и поэтому вы с перерасчетом совершенно не согласны, тогда уже нужно писать, и проверку проведут на качество поставляемых коммунальных услуг. Желаю, чтобы в вашем доме всегда было тепло. Берем на заметку советы от нашего юриста. Ну а теперь настало время для нашей другой, тоже очень полезной рубрики «Сад-огород». И сегодня секретами раннего урожая картошки с нашей коллегой Дарьей Анкехова поделится опытный огородник Георгий Аларь. Интересно, что Георгий, значит, пространство все свое использует практически на 100%. И вот между рядами с его любимой клубникой я вижу вот такие короба. В них, на мой взгляд, просто опилки, но здесь я увидела есть и картофель. Для чего он это делает? В любом случае есть здесь какой-то аргумент у него. Пойдемте узнаем у Георгия. Георгий, картофель. Вот картошку я выкопал, вот показать вам, вот всем, чтобы вот знать, какие возможности есть. Вот посадили я 12 апреля, приготовил землю, немножко опилки. Опилки. Золу. Зола. Обыкновенно. И немножко плодородной земли, чтобы земля была рыхлая. Угу. И картошку смотрите, потому что вот где глазок, вы обязательно сажаете глазками вниз картошку. И она вот идет, вот видите, как она растет. Вот они, видите? Они вот вверх тянутся к солнышку, зато они вот это питаются из этой картошки. Где-то недели 2, даже 3 недели питается. Угу. А корень идет вглубь и формирует будущий урожай, где склоны, которые на ней картошка нанизывается, вот эти корешки, они формируют вот это. Они сейчас такие тонкие, а потом они станут как первый палец толщиной, и на них картошка будет. И когда у вас уже картошка обычно? 5 июля я уже кушаю свою картошку. Вот так свеженькую. вот. В середине лета у него уже есть картошка. Я уже не покупаю на этот китайский или какой-то. Благодаря тому, что он это делает заранее. То есть это... Ну, видите, это вот у меня, потому что такая теплица, так я вот правильно вы говорили, что я каждое пространство вот соблюдаю. А вот тут у меня, вон, видите, это петрушка, тоже самый посаженный. Вот она, вот эта зелень, это петрушка. Все. Я потом наступит тепло, я ее вытащу, я потом схожу, срезаю и кушаю свою петрушку. Да, то есть не нужно ждать, пока у нас оттают грядки, садить конечно, туда. Потом все заранее. Ну вот с картошкой это просто удивительный такой лайфхак, да, такие советы. Она, чем хорошо? Сажаем тоже, она уже будет крупная, вот такая высоты, как помидор. И все уже. Да, посадил, и все. То есть картофельная рассада, если быть точнее, да? Рассаду. У меня было 3 года подряд, люди заходят, а что у тебя, как это получилось, что у тебя такая картошка? Вчера-то не было, говорит, картошки на поле. А у него уже просто поле засеяно картофелем, да? Картошка рассадой, с детьми вышел, всей семьей посадили. Вот, картошку. Видите? А, наверное, соседи завидуют. Соседи прошли, говорят, а как у тебя на поле чистое это стало? Чистое поле вчера, сегодня уже у тебя такая картошка. Я говорю, рассады. Вот такая история про картофель. Запоминаем, берем на заметку и пробуем. Можно вот это, штук 10-20 картофлин, что-то в одном ящике. Они, многие, как ее, выращивают как? В ящике ложат, зеленеет и все вот это, но надо, чтобы она формировала мочку, эту корневую систему. Потому что глазки потом она травмируется, отпадает и как раненая, бедная, туда в землю идет. А так вот здесь все сохранено, да? Да, все сохранено. Главное правило глазками вниз. Да. Всё. Глазками вниз, чтобы они... Запомнили. Они поднимаются вверх, вот. К солнцу. Все идем к солнцу. И мы тоже стараемся. Только один Гагарин попал туда, а мы остальные ходим под землей. Ранний урожай – это еще, конечно, и возможность получать свежую зелень и, соответственно, витамины. Ведь после зимы и весны в организме человека довольно часто не хватает многих витаминов. Кстати, как утверждают специалисты, отличным источником фосфора, железа, цинка и калия являются грибы-вешенки. Витаминов группы В и клетчатки в них больше, чем в большинстве фруктов. А в начале лета становится доступна и ранняя груша.
Она полезна при диабете и болезнях сердца. Причем свои свойства продукт сохраняет при тепловой обработке, утверждают ученые. Свежий и вкусный весенний редис содержит витамины С и В. Он оказывает положительное влияние на сосуды и улучшает пищеварение. Еще одна полезная весенняя зелень – это щавель. Его потребление очень полезно для пищеварения и печени. А витамины, необходимые для организма, можно получать не только свежими из овощей и фруктов, но и в виде таблеток и капель. Как правильно распознать нехватку в организме тех или иных микроэлементов и как правильно принимать витамины, сейчас мы узнаем у нашей гости. Это Елена Лемешко, врач-эндокринолог, диетолог. Елена Халимовна, доброе утро. Доброе утро. Весной после долгой зимы, в принципе, наверное, в любом регионе у нас особенно испытывается вот это вот чувство такой немного вялости и так далее. Нехватка витаминов, в принципе, в организме. Как ее распознать? То есть только ли вот эта вялость является признаком или есть еще какие-то факторы, которые точно могут сказать, да, нехватка витаминов в организме? Явные проявления дефицита витаминов, к сожалению, сложно распознать, да, то есть и они проявляются при выраженном дефиците. В основном это не специфические какие-то проявления, да, это хроническая усталость, сухость кожи, выпадение волос, головные боли. То есть это те симптомы, которые могут встречаться при различных состояниях. И, конечно же, нам на помощь приходит лабораторная диагностика. К счастью, мы сейчас можем пойти анализы, да, сдать кровь на витамины, можем посмотреть органические кислоты и даже можем посмотреть генетику. Да, и сейчас это все доступно. То есть мы можем посмотреть генетические полиморфизмы и узнать индивидуальные особенности обмена витаминов и потребности, да, в микроэлементах. То есть, правильно я понимаю, что точно диагностировать авитаминоз можно только, при помощи анализов, сдачи анализов? Есть симптомы, да, но они не специфичны, да, то есть и мы можем заподозрить и дефицит витамина D, и йода, и железа, то есть они схожи. Лучше сдать анализ, конечно, да. А можно ли только правильно питаясь обходиться без витаминов каких-то добавочных? К сожалению, да, питание современного человека оставляет желать лучшего, да, то есть очень много употребляем продуктов промышленного производства, и у нас недостаток в рационе овощей, фруктов. И, к сожалению, питание современного человека полностью не может обеспечить нас витаминами и микроэлементами. И по многочисленным исследованиям показано, что у жителей, да, Российской Федерации диагностируется дефицит витамина D у 80% населения, дефицит кальция у 70%, магния у 60% населения, отмечается недостаточный уровень витамина B12 у 40% и выраженный дефицит у 20% населения. 50% населения имеет латентный дефицит железа. И, к сожалению, мы находимся на 3-м месте, да, среди всех стран мира по дефициту йода на уровне развивающихся стран. На самом деле можно сказать, что у нас полстраны витаминоз, да, фактически. Но вот недостаток каких микроэлементов наиболее пагубно можно, скажем так, да, максимально пагубно влияет на организм человека? Я бы сказала, особое внимание, да, уделила бы йоду и железу, таким микроэлементам, которые очень важны для роста, развития, да, то есть для интеллектуальных способностей и вообще для функционирования нашего организма. И особое внимание нужно уделять в детский, подростковый период, в период повышенной потребности во время беременности, лактации. Йод, железо, то есть, да, в принципе, йод, железо. На что внимание стоит обращать? Мы уже сказали, что невозможно обходиться, да, без профилактических каких-то витаминов, да. Какие можно принимать сегодня смело и обязательно ли вот их по рекомендациям То есть, может быть, что-то можно принимать в профилактических таких целях? Конечно, то есть мы можем прийти в аптеку, да, купить профилактический какой-то поливитаминный комплекс и без назначения врача принимать курсами. Да. Другие какие-то узкоспециализированные витамины, да, то есть это уже какие-то узконаправленные там, и содержащие большие дозировки, здесь бы, конечно, без назначения врача не стоит принимать такие препараты.
А какова вообще усваиваемость витаминов в организме? Ну, от чего вообще она зависит? Потому что, ну, может быть, к какому-то отдельно, вот возьмем абстрактного человека, да, может быть, ему нужно большую дозировку витаминов, чтобы, ну, получить весь комплекс. А мы, опять же, понимаем, что сегодня витамины стоят, ну, это тоже не дешевое, скажем так, удовольствие. То есть, как бы, чтобы тоже отталкиваться человеку, может, ему нужно, опять же, больше таблеток покупать и так далее и тому подобное. От чего зависит усваиваемость? Очень хороший вопрос, да, то есть усвоение витаминов зависит, конечно же, от наличия каких-то сопутствующих заболеваний, да, при, получается, аутоиммунных заболеваниях, при гормональном дисбалансе, при нарушении работы желудочно-кишечного тракта. Это возраст 50+, да, то есть все мы знаем, что с возрастом у нас снижается функциональная активность желудочно-кишечного тракта, снижается кислотность желудочного сока, и в этот возрастной период снижается усвоение витаминов. Прием каких-то лекарственных препаратов также, да, может влиять на метаболизм и усвоение, паразитарные инфекции. Ну и особое внимание, конечно, это дисбиоз кишечника, да, то есть у многих имеется, и нарушение работы желудочно-кишечного тракта очень сильно влияет. Да? Например, при дискинезии желчевыводящих путей нарушается усвоение жирорастворимых витаминов, таких как А и Д. При дисбиозе кишечника, да, если мы начнем там принимать витамины группы В перорально, да, в таблетках или в капсулах, то мы можем еще больше усугубить проблему, так как будем кормить патогенную микрофлору. Поэтому нюансов очень много. Ну и в преддверии лета, что бы вы посоветовали, какие универсальные советы дали бы нашим телезрителям и нам? Ну, у нас, как всегда, короткое, жаркое лето, да, я бы хотела отметить, что мы должны особое внимание уделять водному балансу, да, то есть обязательно следить за водным балансом, то есть пить именно воду, да, то есть а не какие-то сладкие напитки, употреблять большое количество зелени, сезонных овощей, фруктов, ягод, да, то есть запасаться витаминами. Ну и, конечно, всем хорошего, это отпускной период, хорошо всем отдохнуть и зарядиться энергией. Ну, вот, говоря про водный баланс, да, раз вы его упомянули, в принципе, считают, что 2-2,5 литра для человека в сутки, ну, это вот норма, плюс-минус. Ну, здесь приблизительно, да, то есть формула, то есть это 30 мл на килограмм массы тела и, конечно же, в какие-то периоды, то есть интенсивные занятия спортом, да, или опять же жара летом. Да, жара летом, то есть если там поднимается температура, то есть если повышенная потребность есть, то мы можем увеличить эту норму, да, и если есть какие-то проблемы, то есть с почками, сердечная недостаточность, то, конечно, здесь идет наоборот, да, то есть ограничение приема жидкости. Елена Халимовна, спасибо вам большое за участие в нашем эфире, спасибо за практические советы, которые вы дали нам этим утром. Спасибо. Ну, а считается, что витамин D, так важный для нашего организма, вырабатывается под воздействием солнечных лучей. Однако длительное нахождение под лучами солнца может быть вредно для нашей кожи и особенно для глаз. Да, поэтому так важно носить солнцезащитные очки, когда солнце очень хорошо печет и греет. О том, как их правильно выбрать, расскажем далее. Солнцезащитные очки лучше всего покупать в специализированных магазинах. Модели выбирайте с вкладышем и маркировкой. Там же вы найдете информацию об условиях эксплуатации очков. Если они рекомендованы для туристических поездок в жаркие страны или районы высокогорья, значит линзы имеют очень сильный светофильтр, который обеспечивает почти 100% защиту от ультрафиолета. Такие очки относят к самым высоким, 4 и 5 категориям. Они, как правило, очень сильно затемнены, и их нельзя использовать для вождения автомобиля. Самыми сильными являются 4 и 5, которые делаются исключительно под заказ и предназначены для горнолыжного спорта. То есть проценты затемнения там варьируются вплоть до 97%. То есть светопропускная способность у них там буквально остается около 3%. Для города подойдут более простые очки 2 категории. Такие чаще всего слегка тонированы. Если вы планируете пляжный отдых, выбирайте универсальный вариант – очки 3 категории. Мы поинтересовались у горожан, знают ли они категорию светозащиты своих солнечных очков. Нет. Чем руководствовались, когда покупали? Ну, просто понравилось и вроде защищает. Ну, я не могу хорошо знать, конечно, но я думаю, что они от ультрафиолета, вот коричневое стекло, да, от ультрафиолетового излучения защищает. Чем темнее получается окраска вот линз очков, да, тем у нас под очками зрачки расширяются. Чем шире у нас зрачок будет, тем получается
лучше поступает нежелательный вот ультрафиолет. Поэтому если брать, то можно вот светло-серые, можно даже зеленые. Нужно смотреть на маркировку, надо выбирать, чтобы там была надпись УВ 400 или 380. Категорию светозащиты, как правило, указывают на дужках очков. Важно знать, что хорошие линзы солнцезащитных очков приглушают яркость изображения, но не влияют на цветопередачу. Что касается оправы, то она не должна сдавливать виски, иначе ношение очков приведет к головным болям. Хорошо, если дужки крепятся к оправе при помощи системы Flex. Она обеспечивает идеальное прилегание. И напоследок о носовых упорах. Самые комфортные – силиконовые. Они крепятся к оправе с помощью металлической проволоки. При желании ее можно слегка согнуть или разогнуть, в зависимости от ширины вашей переносицы. Ну, да, очки скоро всем нам понадобятся, но не сегодня. Почему я так говорю? Потому что пришло время рассказать о том, что ждет нас сегодня за окошечком, какая погода может нас поджидать. Да, нам уже сказали, что... Очки сегодня не понадобятся. Что очки сегодня не понадобятся. Солнцезащитные. Обильный снег, по крайней мере, в городе Якутске. Давайте познакомимся с погодой. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 0 плюс 3 градуса. В Заречной группе 1,5 градусов тепла, в южных 1,3 градусов мороза. В Вилюйской группе минус 3 плюс 4, в Нижнеленских 0 градусов, в западных 3,5 градусов тепла, в Колыма-Индигирской группе от плюс 3 до минус 4, в Янских 4,8 градусов мороза, на северо-западе плюс 3, минус 14 в Тиксе. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила 2 градуса тепла, атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Сегодня днем нам обещают небольшой дождь, утром мокрый снег, ветер северный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 7-9 градусов тепла. На самом деле мы каждый год в это время года вот такой погоде удивляемся. Готовы. Ну, казалось бы, удивляемся, да, но готовы. готовы. Да. Ну, не хочется, но... Но мы понимаем особенности нашего региона, тем более мы понимаем, что май – это время, когда начинают вскрываться обильно после зимы, ледоход, да, реки вскрываются, и вот такая погода получается. Ну и после дождя всегда выходит солнце, мы знаем и верим, оптимистично настроены. И после ледохода наступает настоящее лето. Ну, к слову о ледоходе, уже река Лена начинает, главная река республики, река Лена постепенно начинает вскрываться, начинаются подвижки льда, уже, по-моему, Алекминский район проходит. Но вот подробнее, я думаю, о том, где река проходит, в том числе расскажут и наши коллеги из информационной службы, которые готовы представить последние новости. Для многодетных семей в Якутии при посещении театров положены хорошие скидки на билеты. В Русском драматическом театре имени Пушкина многодетная семья, в которой до 4 детей, сможет купить билеты на спектакль со скидкой 50%. Ну а если в семье 5 детей и больше, то билеты такая счастливая большая семья получит бесплатно. Сейчас у нас все-таки идет официально год матери, и согласно указа главы Республики Арсения Сергеевича Николаева, на сегодняшний день мы можем предложить 50% скидку для многодетных семей, имеющих до 5 детей, и свыше 5 уже это, соответственно, посещение театра уже предлагается бесплатно, причем фактически на большую часть репертуара театра. Обязательно, конечно же, это удостоверение личности и документ, именно удостоверяющий, что это многочисленная семья. Вот, и все, от этого сразу же фактически здесь же на месте администратором принимается решение, и либо это скидка 50%, либо это уже бесплатно. Пожалуйста, заходите, смотрите. Великолепный и пышный бал состоялся в Алданском медицинском колледже. Ассамблея эпохи Петра I прошла в рамках празднования 350-летия со дня рождения Государя Великого.
Студенты исполнили вальс, минуэт и полонез. Гости бала узнали о том, что заимствовал и перенял у западных стран Петр I, а также о традициях, зародившихся в эпоху его правления. К слову, само понятие ассамблеи было введено Петром Великим в 1718 году. На ассамблею прибыли и заморские гости, как было принято, с дарами для императора. К балу будущие медики готовились долго, чтобы в полной мере воссоздать атмосферу дворянского торжества XVIII века. Ребятам пришлось изучить массу художественной и исторической литературы. Мы не могли, конечно, пройти мимо такой замечательной даты, как 350-летие со дня рождения Петра I. Такое мероприятие такого масштаба в нашем колледже проводится впервые, но оно никого не оставило равнодушным, ни педагогов, ни студентов. И это прекрасная возможность проникнуться духом Петровской эпохи, познать отдельные детали истории и культуры Петровской эпохи. Работа по патриотическому воспитанию молодежи связана с их физическим развитием, ведь будущие граждане России должны быть здоровыми, сильными и крепкими. Спорт и физическая культура – одни из мощнейших механизмов формирования мировоззренческих оснований личности, как гражданственность и патриотизм, и рассматриваются как спортивно-патриотическое воспитание. Такого мнения придерживаются члены и спортсмены Федерации самбо по Республике Саха-Якутия. Вот для нас патриотизм – это не просто написанные слова, потому что основная масса героев Советского Союза, героев России – это именно люди, которые занимались самбо. Поэтому самбо – это прежде всего патриотическая любовь к своей стране, любовь к своему родине, своей истории. Это здоровый образ жизни, это прежде всего. Поэтому я считаю, что в спорте как раз воспитывается не только характер, не только воля к победе, но и именно понимание такое, что быть сильным – это значит быть смелым. Быть смелым – это значит противостоять каким-то угрозам, защищать слабых, защищать свою страну. Поэтому патриотизм в спорте – это 100% есть. У меня к этому часу вся информация. Оставайтесь на нашем телеканале. Еще одна интересная новость. Виктор Кривецкий, так зовут жителя села Заречное Астраханской области, разводит индийских павлинов на придомовом участке. Об особенностях содержания экзотических пернатых наш следующий сюжет. Тошка, рыбка лежит, там уже тыквы тут вареные, кабачки были. Виктор Кривецкий из села Заречное Астраханской области 6 лет назад начал разводить индийских павлинов. Все началось с одного яйца, а вернее с двух, когда родственник преподнес ему необычный подарок. Я подложил их под курицу. В результате курица вывела 2 павлинят. С тех пор Виктор начал ухаживать за птицами, изучал особенности содержания и питания. Кормит Кривецкий павлинов зерносмесью и варит каши из овощей и фруктов. По словам мужчины, разведение павлинов почти ничем не отличается от ухода за курицами или индюками. При выводке индийских павлинов у меня почему-то вывелась белая девочка. Белый павлин вывелся. Ну что-то, я ее вырастил, пришлось покупать ей мальчика белого. Вот. И вот они сейчас пара. Но они еще пока молодые, через год где-то могут они дать какое-то потомство. Постепенно хозяйство разрослось до 20 особей. Сейчас у птицевода живут индийские черноплечие белые павлины. Днем пернатые проводят время в открытом вольере, а вот на ночь Виктор запускает птиц в зимник. Павлин – птица неприхотливая, но шумная, признается хозяин. В они иногда вот вскрикивают, что-то там загремело или машина прошла, они могут за это заорать. Вот такие дела. И поэтому в некоторых случаях вот соседи уже давали мне намек, что, мол, вот беспокоят они так и так. Ну, потом вроде затихло. Виктор содержит павлинов не только для эстетического удовольствия, но и ради яиц и перьев. Линяют птицы дважды в год, а одна самка за сезон приносит порядка 30 яиц. Я мечтал бы вот так создать бы питомник. И можно было развести их вот в природе, этих павлинов, в природе, чтобы они вот в определенном участке, ну, там, сколько там га, они жили на природе.
Виктор Кривецкий мечтает расширить хозяйство и создать питомник, чтобы павлины жили не в тесных вольерах, а на большой территории, приближенной к природной среде. А главное, чтобы жители села Заречное могли любоваться каждый день такой красотой. Будем надеяться, что мечта Виктора исполнится, и действительно павлины однажды переедут в какую-то вот большую площадь, пространство, в котором смогут... Красивую. Да. Да. Они украсть еще более красиво. Такую же красивую, как сама птица, павлин. Да. Что, кстати, интересно, насколько я помню, из биологии и вообще вещей, связанных с животным миром, вот этот красивый хвост знаменитый павлинов, он присущ, оказывается, только, насколько я помню, самцам. Что как бы странно, обычно же женщина... Чему ты рад? Я не рад, мне просто интересно, потому что все-таки красивый пол, самые прекрасные существа на планете, это, конечно, женщины и девушки. А вот у павлинов, видимо, как-то наоборот все. Успокоил, да. Спасибо. Ну что ж, впереди у нас ждет наш традиционный еженедельный гороскоп. Вот те, кто прислушивается к звездам, я думаю, сейчас вот... Самое время навострить ушки и послушать. Примкнут к экранам. Не спешите на работу, прослушайте внимательно. Овны. Прогулки перед сном подарят свежей голове овнов новые гениальные идеи. Побольше времени проводите на свежем воздухе. На этой неделе овны найдут вдохновение в помощи другим. Тельцы. Тельцы очень нуждаются в том, чтобы быть любимыми, и эта неделя может подарить им эти ощущения. Придется столкнуться с такой ситуацией, где повторение – мать учения. Чтобы избежать бессмысленной конфронтации, следует держать себя в руках. Близнецы. Отличная неделя, чтобы приобрести домашнего питомца, который проживет рядом с вами много лет. Сделайте сюрприз своей второй половинке. Легкомысленное отношение к материальным ценностям может привести к потерям. Раки. Неделя отлично подходит ракам для того, чтобы выбросить что-то ненужное. Или наоборот, то, от чего нужно избавиться, но жалко. Не переживайте, вы не почувствуете пустоту без этих вещей. Не делайте поспешных выводов и тем более не предпринимайте отчаянных действий. Не следует проявлять инициативу и помогать тем, кто вас об этом не просил. Львы. Вы не сможете вернуться в детство, но неделя отлично подходит для того, чтобы подурачиться. Не позволяйте чужим людям управлять вами. Львам на этой неделе не стоит надеяться на чью-то помощь, придется справляться самим. Девы. У дев обнаружится талант красноречия, так что вы сможете завлечь всех своими рассказами. Не обязательно хотеть большего, попробуйте получить удовольствие от того, что есть. Даже в моменты самых горячих споров не стоит переходить за рамки приличия, иначе высказанное может серьезно и надолго рассорить вас с окружающими. Весы. На этой неделе харизма весов работает на полную катушку. Вы отлично будете ладить с детьми. Нежелание взять себя в руки расклеит вас еще на более длительный срок, так что пора собраться. Скорпионы. Не отказывайтесь от спонтанного приглашения в гости. Оригинальные идеи скорпионов могут воплотиться в жизнь, если отнестись к ним немного серьезнее. Никакие приятные мелочи не смогут поднять скорпионам настроение, поэтому, если есть возможность, просто постарайтесь выспаться. Стрельцы. Стрельцам не стоит опускаться до сплетен и критики чьих-то поступков. Это не самая подходящая неделя для новых начинаний, особенно в партнерских отношениях. Будьте спокойны и контролируйте свои эмоции. Козероги. На этой неделе козерогам покажется, что весь мир крутится вокруг них. Наслаждайтесь. Не стоит что-то менять, пусть пока все останется на своих местах. Водолеи. Для водолеев начинается благоприятный период для масштабной покупки – квартиры или машины. Постарайтесь найти время для собственного духовного развития. Избегайте сомнительных компаний, а также общения с людьми, которые не вызывают у вас доверия. Рыбы. На этой неделе рыбы смогут заняться чистотой в своем доме, и процесс уборки даже не будет вас раздражать. Стоит вспомнить и о старых обещаниях. Вы очень остро будете чувствовать неискренность окружающих, от которых вам пока никак не сбежать. Наберитесь терпения.
А мы с Пашей все еще сидим в студии и не знаем, какой замечательный красивый снег идет за окном, но нам подсказывают, что он все еще идет. Там снежинка 2 миллиметра, я уточнил в разрезе. И насладиться этой красотой может любой, кто прямо сейчас выйдет на улицу. Или просто посмотрит в окно, ну и с этим в связи. По этому поводу давайте повторим еще раз, да, все-таки, что ждет сегодня жителей республики за окном, какую погоду, на какую погоду ориентироваться. В центральных районах сегодня 0 плюс 3, такой вот диапазон температурный, в заречной группе +1, +5, в южных районах -3, -1. В Вилюйской группе от -3 до +4, в Нижнеленских по нулям сегодня, в западных улусах от +3 до +5, в Колымо-Индигирской группе улусов от -4 до +3, в Янских от -8 до -4, и на северо-западе холоднее всего -14 до +3. Самая холодная точка нашей республики сегодня, населенный пункт, это Тикси, сегодня там -14 градусов, достаточно холодно. Ну а в Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила +2 градуса, атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 2 метра в секунду, и сегодня днем нам синоптики прогнозируют небольшой дождь, сейчас он с мокрым снегом идет, и ветер северный прогнозирует 4-9 метра в секунду. Температура воздуха составит +7, +9 градусов. Вот такая вот погода у нас за окном, да. Мы, конечно, жители Тикси, мы с вами, -14, да, 16 кстати, мая. Можете прямо сейчас сфотографировать, снять на видео, что у вас творится за окном, на улице, вне зависимости, где вы находитесь, в каком районе, в какой точке Якутии. Можете отправить нам, и завтра, вполне возможно, мы ознакомимся с вашими всем, фотографиями, да, и покажем всем. Да. Ваши фотографии. И посмотрим сами. Да. Мы желаем, чтобы этот понедельник прошел обязательно для вас веселым. Да, вот с такими же улыбками, как только что у нас были на лицах, дорогие друзья, хорошего вам дня, отличного настроения, до завтра. До завтра.